Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсылочку на такую тему. Кто хочет извиниться перед вами, попросить у вас прощения? Давайте посмотрим. Кого совесть мучает, да? У кого сердце не на месте, неспокойно. Ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Вы, главное, на себя загадайте, и нужная информация, она к вам придет. Случайности не случайны. Судьба всегда ведет нас туда, где мы можем получить ответ, совет, либо подсказку. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого! Так, много всего вышло. Все-таки отсыпка общая. Понятно, что и зрители разные будут. Я буду перечислять все, что я вижу, а вы уже там сами смотрите. Чужое не берите, близко к сердцу не принимайте, а свое, пожалуйста, не пропускайте. Вот есть человек, который вам что-то должен. Либо денег должен, да, брал в долг и не отдал, либо что-то другое, допустим, какие-то вещи могут быть, услуги, да, вы там человеку помогали, а человек вам не помог. Человек должник, вот. И человек в свое время рассудил так: ну что, зачем мне отдавать долги? Ну, кто что докажет, да? А если даже докажет, я скажу, что я банкрот. Типа нет у меня ничего. Человек мог даже куда-то уезжать, переезжать, прятаться, скрываться. Ну, понятно, что разные, да, могут быть ситуации. И вот человек считал себя очень умным, либо очень умной. Прям наслаждался жизнью. Такой: о, какой я умный, какая я умная. И долги отдавать не надо, и слово держать не надо, там, да. Все у меня получилось. Но Вселенная ведь не слепая и не глупая. Она ведь знает, кто с кем, какими линиями связан. Вот, человек долг не отдал, а теперь у этого человека какие-то сплошные потери и неудачи в жизни. Неудачи. Такое впечатление, что человек ваши беды на себя берет в счет уплаты долга. Но долг мог быть небольшим, но со временем, да, вот эти проценты, да, набежали проценты. И этот человек уже там все передумал, откуда беды, откуда неприятности. Возможно, либо своим умом дошел, что вот должен же вам, да, долг не вернул, и вот неприятности посыпались. Либо человек где-то был, допустим, у какого-то эзотерика, там, у гадалки, у экстрасенса, и могли так четко и сказать, что это долги, которые нужно возвращать. Ты долг не вернул, не вернула, поэтому на тебя вот и сыпятся эти беды, поэтому неприятности тебе идут в жизнь. Вот. И человек, конечно, бы хотел вас разыскать и перед вами извиниться, прямо там, не знаю, упасть на колени, сказать: сними проклятие, я не могу уже, я устал от этих бед, Но человек то ли не знает, где вас, скорее всего, да, не знает, где вас искать, то ли, ну вот сейчас такая обстановка, либо такая ситуация, что нет доступа к вам, да, может и знает, где вы находитесь. Но приехать, доехать к вам человек не может. Да. Видите, бубновую масть хочет вам вернуть, чтобы стрелочка вверх пошла. Вот. Должник, да, мне идет, что это должник, либо должница. Вот тот, кто должен вам. Долги не отдал, не отдала, а теперь вот расплачивается тем, что неприятности в жизни. Как будто бы ваши беды на этого человека. Даже, возможно, не только ваши беды, но и беды ваших кровников. Да? Вот что должно плохое случиться у ваших кровников и у вас, оно все переходит на этого человека. Такой интересный прям знак, редкий, но интересный. Дальше. У вас очень сильно хотел бы попросить прощения человек, который был с вами очень несправедлив. Человек, который позволил в отношении вас какое-то неуважительное, пренебрежительное, достаточно агрессивное отношение, поведение.
этот человек был обманут. Этого человека против вас вот прям накрутили, настроили, внушили, что вы там прям исчадие ада, что вы не та, кого из себя представляете, что вы еще та лисица, что вы там повинны в тысячах там преступлений и грехов. И человек, будучи умным человеком, да, вот как-то позволил себя обмануть, либо внушить себе это все позволил, и был с вами очень несправедливым. Потом все раскрылось, и человек ахнул, сказал, как я мог так согрешить, да, либо как я могла так согрешить. Понятно, что уже дело сделано, да, время прошло. Но человеку прям болит его грех, болит та несправедливость, которую человек осуществил. Я не исключаю, что человек может быть очень набожным, религиозным, что человек может быть таким прям правильным, да, ну, типа я достойный, я правильный, я там не допускаю ошибок, там живу по уставам, по заповедям, да, а тут такое открылось, да, что человек вот прям вам там подгадил, а вы ведь ни в чем не были виноваты, что вас оклеветали, да, человек по глупости поверил. И вот вижу, что сердце не на месте, совесть прям поддавливает, и по ночам вы снитесь этому человеку, и человек прям очень сильно мается. Но я вижу какие-то молитвы, которые читает этот человек, молитвы покаятельные, да, вот, ну, каюсь, раскаиваюсь, да, вот если мне предоставится возможность с вами вот встретиться, то, конечно, человек попросит у вас прощения, там, объяснит, как это все произошло, покается по поводу своей этой глупости, что позволил себя обмануть, что позволил всему этому произойти, за свое это недостойное поведение, отношения. Ну, как-то так мне идет. Интересно показали. Может, на работе такое произошло. Там начальнику могли про вас наговорить гадости, начальник там окрысился против вас, и вы там несправедливо попали под чистку, под сокращение, либо вас там со скандалом довели до состояния, когда вы по собственному желанию написали. Может быть, в семье, в отношениях, да, могли вас там оклеветать, могли подставить, что-то против вас фабриковать, да, и человек вот прям на вас вызверился, мне идет. Но этот человек уже раскаялся, правда раскрылась, и человеку бесконечно больно, потому что оказался не таким правильным, да, не таким благородным, каким себя считал. И вот тяжелый грех человек взял себе, ну, на сердце, на душу. И этот грех, он прям очень сильно давит, прям продавливает, уже такие прям вмятины в сердце у этого человека находятся. Не могу сказать, мужчина либо женщина, но вот отношение было ужасным, хамским, пренебрежительным, таким мерзким, агрессивным. Вот как в чем-то вас винили, обвиняли, вот прям грубость еще какая-то идет, надменность. Вот не хотели слышать даже вас, да, вы пытались объяснить, да, но вас просто не стали слышать. Какое-то однобокое зрение, да, значит, одному человеку я верю, а другому я вовсе не верю и даже не даю шанса что-то сказать в свою защиту, в свое оправдание. То есть сама по себе ситуация мерзкая была. Это ситуация из вашего прошлого. Ну, посмотрим. Возможно, даже ситуация изменится. Возможно, появится такая возможность, вы встретитесь, и человек, ну, конкретно у вас попросит прощения. Дальше. Странно, конечно, об этом говорить, но тут кто-то из ваших родителей вышел. Не могу сказать, мать или отец. У кого-то может быть мама, у кого-то может быть папа. Но вот какая-то несправедливость. Либо вам могли что-то запретить, да? Допустим, вот пример, да, это просто банальный пример. Вы хотели там, допустим, творчеством заниматься. Родители говорят, нет, иди там становись бухгалтером, юристом, кем-то там, врачом, да, учителем. И вы как бы предали свою мечту, получается, не исполнили и получили это, значит, образование, которое вам было неинтересно, и вот всю жизнь маетесь, да, например. Либо ситуация могла быть, что вот кто-то из родителей в раннем детстве вас оставил на попечение другого, а сам, значит, ушел там в лучшую жизнь, в закат, да. Может быть, создал другую семью, и, ну, вот как недолюбленность мне идет, да, что родитель, будь то мама, будь то папа, не додал вам внимания, любви. Может, вы вообще выросли в детском доме, да.
Может быть, там, развод произошел между родителями, и из-за того, что у них были очень сложные отношения, взаимоотношения между собой, то есть получается, что вы с кем-то с одним росли, да, а второй вообще просто потерял интерес и не проявлялся, обижаясь, например, на вашу маму либо на вашего папу, да, вот как-то так могло еще быть. Может быть, ваша мама, допустим, да, лишила вас возможности общаться с папой, потому что не могла ему там измену простить, либо что-то не могла ему простить. Но вот как есть какой-то момент, что кто-то из ваших родителей очень сильно себя чувствует виноватым, да, вот как не додали, либо лишили, либо даже несправедливо, может быть, поступали. Может, в семье был кто-то любимец, а вы так принеси-подай, да, и вас еще и убеждали, что так правильно, так и должно быть. Вот, время прошло, любимец там вырос, вы выросли, у вас своя жизнь, да, своя судьба, а вот этот любимец показал свое истинное лицо. И сейчас родителям очень горько, потому что в паршивую овцу они вложили всю свою любовь, все свои ресурсы, а настоящего родного ребеночка, да, кровиночку свою, с открытым большим сердцем, они недолюбили, да, они любили, но недолюбили. И даже как-то немножечко пренебрегали, да, вот как-то так, мне вот несправедливо поступали. Вот тут тоже могут просить прощения за это. Ну, понятно, что все разные истории. Если вы не общаетесь с родителями, конечно, это будет очень тяжело исправить. Если общаетесь, то, возможно, при следующей встрече, да, вот произойдет такой разговор, где либо оба родителя, либо один родитель вот заведет тему, там начнет перед вами извиняться. Ну и, конечно же, будет оправдываться, что вот такие были обстоятельства, либо то, либо сё, там, это был младший ребенок, либо там я поругался с твоей мамой, я не мог, там, да, либо я там была зла на твоего папу, я так-то, так-то сделала. Ну, какой-то такой момент. Вы, конечно, как ребенок пострадали в свое время, пострадали очень сильно. И, возможно, если бы не эта ситуация, то ваша жизнь сложилась бы по-другому. Я не буду говорить лучше, хуже, но по-другому однозначно. Но вот, да, родители кому-то очень сильно задолжали, должны. И тут долг такой еще, знаете, тяжелый, потому что это родительский долг. Вы же были маленьким ребенком, вы ничего не могли поделать, вы были всецело от них зависимы. А они уже были взрослыми людьми, да, которые, ну, грубо говоря, могли догадаться о том, что они что-то делают не так. Особенно вот больно, когда люди в пылу своих обид, в пылу своих каких-то претензий выпускают это все на ребенка, да, на маленького ребенка, который даже не может за себя постоять. Ну, у кого-то такая даже страшная история была. Так, дальше, мои хорошие. Ну вот классика жанра, чей-то бывший, причем бывший, который локти себе кусает, места себе не находит, как какая-то загнанная крыса, да, мечется по клетке. Крысы, конечно, они милые, они очень умные, они милые, особенно декоративные, да даже и дикие крысы, очень сообразительные. Но здесь это как образ, да, и образ негативный. То есть крысой могут показать предателя, да, вот предал вас, предал ваши общие мечты, предал семью, предал детей и, например, там, не знаю, куда-то свалил, либо перебежчик, да, к другой женщине перебежал, либо еще там что-то выбрал родителей, но не детей. Мужчина, который пожалел о том, что он сделал, но он не до конца раскаялся. Почему? Потому что если бы у него жизнь сложилась хорошо, то он бы о вас и не вспоминал. Вот честно, да, без обид, вот говорю, как вижу. А поскольку его Бог наказал, поскольку жизнь сложилась отвратительно, мерзко и ужасно, то человек вспоминает вас, да, потому что то время, когда вы были вместе, это было очень хорошее время для него. Ну, буквально ни в чем не нуждался, жил в свое удовольствие, самоутверждался за ваш счет, ну, как бы, да, оперился, на ноги встал благодаря вам. Ну, а потом ушел в закат, да. То есть, в принципе, он-то раскаивается, но раскаивается в том, что протупил, что там не ту женщину выбрал, не тем путем пошел. Не то, что он вот неправильно поступил, обманул, там, предал вас, а то, что вот он не тем путем пошел. Это ошибочка у него произошла. Ему горько не за вас и не за то, что он сделал против вас, а горько из-за того, что вот он потерял какую-то вот свою
хорошую жизнь, да, теплое место потерял. А теперь как бы сидит перед этим разбитым корытом, деваться некуда, да, ешь теперь из этого корыта, плачь в это корыто. Жалко себя, но не вас. Вот как-то так мне идет. Возможно, вы очень жестко распрощались, возможно, опять же, между вами сейчас расстояние. Ну, опять же, что бы он вам сказал? Да? Нет, он бы мог придумать что угодно. Он у вас, скорее всего, изобретательный персонаж был. Но, с другой стороны, вы бы не услышали искренности в его голосе, вы бы все равно ему не поверили. Плюс, возможно, он знает, что и у вас сейчас в жизни не все так плохо, что вы не станете возобновлять с ним отношения, уж тем более его к себе не подпустите. Да? Может, что-то было сделано, сказано, то, что прощать ни в коем случае нельзя. Но то, что жизнь превратилась в разбитое корыто, это 100%. Да, ему жаль себя, но не жаль вас. Ему жаль, что он потерял свою лучшую жизнь, но не жаль, что он вас обидел либо предал. Вот как-то так мне идет. Искренности нет. Прощения он готов просить у вас там на коленях, под дождем, под градом, в снегу, но лишь бы вернуть ту свою хорошую жизнь, когда вы его там и любили, и ласкали, и в попочку целовали, и когда он был сытый, залюбленный, заласканный. Вот это ему нужно, понимаете? Вот именно это. Он шкурный человек, только лишь о себе думает, о себе заботится. Дальше, мои хорошие. Не могу сказать, мужчина либо женщина, но человек, которого вы предупреждали. Предупреждали, вот конкретно что-то говорили, что вот не делай то, не делай это. Либо нужно делать то и это, да, вот как-то разговор был, и вы прям очень настойчиво человеку говорили, а человек от вас отмахивался и говорил: да кто ты такая, да что ты знаешь, да что ты о себе там вообразила, либо откровенно высмеивал вас и то знание, которое вы пытались передать. Какой-то, знаете, такой неумный человек, назовем это так. Видите, время прошло, и человек все свои ошибки на своем пути, он их прожил. И теперь с высоты опыта человек так оглядывается и понимает, что вы были единственная, кто по-настоящему давал толковые, дельные советы. Советы, которые могли помочь, которые могли и жизнь изменить, но человек ими пренебрегал. И теперь этот человек, набив все свои шишки, заработав все свои там шрамы, понимает, что был неправ по отношению к вам. Это, кстати, и ребенок может быть чей-то. Вот честно, вот почему-то пришел образ ребенка. Взрослый уже ребенок, да, который там прошел и Крым, и Рым, и медные трубы, которого вы там учили, воспитывали. Кстати, может, еще младший кто-то, младший брат, младшая сестра. Может, кто-то из ваших воспитанников, если вы педагог, да, преподаватель. И вот оказывается, да, что вы единственная, кто давал очень классные, крутые советы, которые, ну, действительно могли изменить жизнь этому человеку. Совесть мучает. Но тут даже не столько совесть мучает, сколько человек сам себе не рад, да? Что вот какая же глупость мною управляла и руководила, что я не прислушался. Вот вернуть бы время вспять, да? Вернуть бы время вспять, я бы все советы использовал, и, конечно, бы жизнь по-другому случилась, сложилась. И, возможно, даже, кстати, человек вам там и наговорил каких-то гадостей, выпустил на вас пар. Ну, видите, время все расставило по своим местам. Все расставило по своим местам. И, возможно, это стыдно признавать. Возможно, вот не хватает, да, сил, чтобы это все признать. Но, тем не менее, мне вот идет, что этот человек, вот если вы общаетесь, да, то будет гораздо послушнее, да. Время все вылечит, время все исправит, расставит по местам. Человек будет более сговорчивым, и если раньше пренебрегал вашими словами и советами, то теперь будет прям ловить каждое ваше слово. И если найдет в себе силы, признается вам в том, что вы были во всем правы, да, скажет: вот, мама, какой же я глупый, почему я тебя не слушал, почему я так себя вел,
Либо там, не знаю, ученик скажет, там, учитель, ваши слова все сбылись, а я вот был молодой, горячий, либо молодая, горячая, натворила глупости, а теперь так тяжело, а уже ничего не изменить. Да, вот какие-то такие вещи показаны. Дальше, мои хорошие, образ. Ну, это не у всех отыграется, а отыграется у кого-то одного. Мне идет, что вас кто-то ударил. Удар. Удар, ну, не будем уточнять какой, но это вот физически, да, физически ощущается. Не на уровне даже души, а физически. Человек, который вас ударил, ну, скажем так, скорее всего, это сделал либо в каком-то измененном сознании, допустим, там алкоголь, да, либо там тоже сознание измененное, но по другой причине, да, возможно, человек под гипнозом, либо человек под каким-то приворотом, под какой-то магией, под какой-то порчей. Я понимаю, что звучит странно, но тем не менее. Ну, мне идет, что вас кто-то ударил. Даже если вы женщина, и вас ударила женщина, да? Такое тоже может быть. Может, пьяная была. Либо у нее там на нее порчу сделали, и она начала заниматься тем, что разрушает свою жизнь. Вот тот, кто вас ударил, очень-очень сильно душа, не сам человек, не разум этого человека, а душа этого человека скорбит, да, хочет попросить у вас прощения. На уровне души это происходит, потому что мозг либо постоянно в алкоголе, да, плавает, и человек уже потерял связь с реальностью, либо из-за порчи, из-за негатива, там, не знаю, приворота под контролем чем-то находится, под чьим-то управлением. И человек как звереет, да, когда на человеке порча, когда приворот, люди звереют, просто теряют человеческий облик и превращаются в каких-то зверей, страшных и ужасных. Вот, душа. Здесь именно показан дух, душа, да, которая страдает от того, что сделала, а мозг этого не понимает. То есть не признает человек разумом, но душа признает, чувствует этот грех. То есть душа не подвластна воздействию алкоголя, либо душа не подвластна воздействию магии. Она остается сама собой. Но душа, к сожалению, в нашем материальном мире не играет такой большой роли, да, не имеет такой большой вес, как в духовном мире. Вот, разум не признает, зато душа признает. Душа плачет, просит у вас прощения, а разум ни в какую не признает. Ну вот как-то так мне идет. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.